современном мире здоровье становится не просто ценностью, а основой качества жизни. И особое место в этом занимает стоматология, отрасль, которая давно вышла за рамки лечения боли. Сегодня стоматология – это не только забота о здоровье зубов, но и о внешнем виде, уверенности в себе, комфорте и безопасности пациента. Профилактика, эстетика, восстановление функций – все это стало неотъемлемой частью современной жизни. Именно поэтому сегодня особенно важно понимать, как развивается современная стоматология. Первый визит к стоматологу запоминается на всю жизнь, и именно от врача зависит, станет ли он шагом к доверию или причиной страха на долгие годы. Первый визит ребенка к стоматологу рекомендуется с появлением первого молочного зуба в возрасте 4-6 месяцев. Затем каждые полгода проходить профилактические осмотры. Регулярное посещение стоматолога приводит к формированию привычки у ребенка. Каждое посещение формирует знакомую привычную обстановку, что в будущем предотвращает появление страха у ребенка. Молочные зубы необходимо лечить, потому что инфекция от молочных зубов приводит к повреждению зачатков постоянных зубов. Преждевременная потеря молочных зубов приводит к формированию неправильного прикуса, к развитию неправильной дикции у ребенка, идет неправильный и недостаточный рост челюстей у ребенка, что в дальнейшем приводит к длительному ортодонтическому лечению. Для детей здесь есть все виды стоматологических услуг, от профилактических осмотров и профессиональной гигиены до лечения и герметизации фиссур, чтобы каждый ребенок получал своевременную защиту зубов и заботу с самого раннего возраста. Герметизация фиссур направлена на заполнение естественного углубления на жевательной поверхности зубов. Создается защитный барьер от микроорганизмов и остатков пищи, что значительно снижает риск появления кариеса. Детям, которые не поддаются лечению, мы проводим лечение под наркозом с использованием препарата Севаран. Это препарат последнего поколения, который обеспечивает быстрый масочный наркоз. Он не токсичен, не накапливается в организме и разрешен к применению у детей любого возраста. Ребенок после нескольких вдохов засыпает, не чувствуя боли, а также выход из наркоза проходит быстро и мягко. Часто проблемы с детскими зубами возникают из-за простых ошибок родителей, пренебрежения гигиеной и несвоевременные походы к стоматологу. Зачастую родители считают, что ребенок сам в более осознанном возрасте сам начнет чистить зубы, ничего страшного в этом нету. Но это крайне неправильно, потому что приучать к гигиене полости рта необходимо, опять же, с появлением первого молочного зуба. Родители сами должны чистить зубы ребенку, а уже в более осознанном возрасте контролировать, насколько хорошо ребенок сам вычистил налет с каждой поверхности всех зубов. Красивые и ровные зубы – это не только эстетика, но и важный показатель здоровья всей полости рта. Ортодонтическая помощь позволяет исправить прикус, выровнять зубы и предотвратить будущие стоматологические проблемы. Причины, которые вызывают патологию прикуса, бывают разные. Это врожденные и приобретенные. Чаще всего это приобретенные. Поэтому профилактика должна стоять на первом месте. Что входит в профилактику? Самые ранние этапы – это еще когда ребенок внутриутробно развивается. То есть режим у мамы должен быть правильный, правильное питание, правильный образ жизни. Самым главным этапом является естественное вскармливание, за счет которого происходит гармоничное развитие нижней челюсти и зубочелюстные деформации, вследствие чего профилактируется. В более позднем возрасте профилактика заключается в том, что ребенок должен употреблять жесткую пищу. Это морковь, яблоко, вследствие чего тоже происходит развитие зубочелюстной системы гармонично и правильно. То есть он прикладывает силу, за счет чего мышцы тоже развиваются у нас. Следующим этапом является посещение стоматолога. С 5 лет необходимо посещать ортодонта, а с года, каждые полгода необходимо посещать стоматолога. Вследствие чего тоже ортодонт или врач-стоматолог может в какой-то момент сказать, вот у вас какая-то патология, вам необходимо обратиться к врачу. И это является тоже одной из профилактик. Раннее удаление зубов тоже одна из причин развития зубочелюстных аномалий. Если вы вовремя приходите, если вы вовремя лечите свои зубы, то раннего удаления не будет. Если вы потеряли зуб в раннем возрасте, место для нового зуба у вас закрывается. В этом случае при обращении к врачу-ортодонту, ортодонт вам ставит специальный аппарат, и место для нового зуба вы будете, хранитель места называется, и тем самым предупредите развитие патологии. Наличие патологии лор-органов, то есть аденоиды или какие-то воспалительные процессы, является тоже причиной возникновения зубочелюстных аномалий. Поэтому следует обязательно обращаться к лор-врачу. И только в комплексе лор-врач, ортодонт
и при необходимости логопед будет эффективное и правильное лечение. Это уже после возникновения каких-либо патологий. Если у вас все же возникли проблемы с зубами или прикусом, профессиональный ортодонт поможет подобрать правильное лечение и восстановить здоровье и гармонию улыбки. Мы лечим любую патологию, исправляем на любой сложности прикусы. То есть вот видите, здесь у нас пациентка, это у нас до лечения имеется патология прикуса. Как вы видите, челюсть у нее верхняя недоразвита, нижняя, как видите, более такого большого размера. Подготовка на брекет-системе, после проводим операцию и вот такой результат получаем. То есть эти операции уже в течение 15 лет мы занимаемся таким лечением. Можно будет, вот видите, здесь тоже также недоразвита, здесь нижняя челюсть. Девочка у нас с детства прям лечилась, 6-7 лет, и где-то к 18 годам делается операция. Вот это результат до и после. Современная стоматология невозможна без точности, и здесь на помощь приходит стоматологический микроскоп. Во время снятия брекетов на зубах остается адгезив, который необходимо удалить тщательно, не повредив эмаль. И для того, чтобы это было хорошо видно, необходимо использовать увеличение, чтобы не травмировать эмаль. Мы поняли, что здоровье зубов начинается с правильного ухода, но даже при ежедневной чистке есть участки, которые сложно обработать самостоятельно. И здесь нам на помощь приходит профессиональная гигиена полости рта, которая тщательно очищает зубы и десны, предотвращает заболевания и сохраняет улыбку здоровой. Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс процедур, выполняемых стоматологом-гигиенистом или врачом-стоматологом-пародонтологом, направленный на полное удаление мягких и твердых зубных отложений, а также оздоровление тканей полости рта, которые невозможно очистить в домашних условиях. Профессиональная гигиена полости рта полезна тем, что удаляет налет и зубной камень, предотвращает кариес и воспаление десен, а регулярные процедуры помогают сохранить здоровье зубов и красивую улыбку на долгие годы. Профессиональная гигиена полости рта проводится при помощи использования различных инструментов, аппаратов. Чаще всего в стандартные протоколы входят несколько этапов. Это пескоструйные аппараты, ультразвуковые скейлеры, резиновые чашечки, щетки, ручные инструменты, такие как кюреты, скейлеры. В нашей клинике для проведения профессиональной гигиены используется наиболее современный протокол, протокол GBT. GBT – это результат многолетних клинических исследований, проводимых швейцарской компанией при сотрудничестве с ведущими экспертами. Это инновационный протокол управления биопленкой, состоящий из 8 шагов. При проведении протокола GBT используются мягкие порошковые системы, безболезненные и безопасные методы, помогающие поддерживать зубы в здоровом состоянии. В клинике есть все современное оборудование, которое позволяет проводить точную диагностику, безопасное лечение и достигать лучших результатов для здоровья и комфорта пациентов. Наличие современных аппаратов, Airflow с порошками на основе эритритола, ультразвуки последнего поколения косвенно говорят о том, что клиника инвестирует в обновление технологий и ориентируется на современные протоколы профилактики. Но уровень специалиста определяет не только бренды и набор техники, а грамотная диагностика и планирование, корректный выбор метода для конкретного пациента, деликатность работы, соблюдение инструкций к аппаратам, стерильность и качество инструктажа по домашней гигиене. На сегодняшний день лечение зубов вышло на новый уровень, и то, что раньше казалось невозможным, теперь становится реальностью благодаря современным технологиям. На данный момент у нас есть оборудование, это микроскоп стоматологический, который позволяет увеличить изображение до 25 крат. И благодаря этому мы можем тяжелые зубы, которые раньше невозможно было пролечить грамотно. Сегодня и анестезия более грамотная, более безболезненная, эффект лучше, сохраняется дольше, меньше побочек после анестезии. И иглы тоже более тонкие, поэтому безболезненно. В центре работают опытные хирурги, к которым обращаются пациенты, которые годами не могли добиться нужного результата и продолжали испытывать дискомфорт даже после многочисленных процедур в других клиниках. Мы проводили операцию по установке дентального имплантата в позиции 3-6. Ранее у данной пациентки проводилась дентальная имплантация в другом учреждении, где при проведении имплантации был поврежден тройничный нерв. После этого у пациентки страх стоматолога, но жевать чем-то надо. Вот здесь мы видим КТ данной пациентки. Здесь нижний луночковый нерв
который у нее травмирован, и дентальный имплантат, который мы спозиционировали в компьютере. Далее мы изготовили шаблон и по хирургическому навигационному шаблону поставили ей имплантат. Этот шаблон нужен для того, чтобы обходить важные анатомические образования. На нижней челюсти это нижний луночковый нерв. Если вот так посмотреть, мы можем увидеть, что имплант пересекает канал, но если посмотрим сбоку или снизу, мы видим, что имплант находится за каналом. То есть мы не травмируем нерв. Врачи центра сначала подготавливают гипсовую модель зубов, которая позволяет точно планировать лечение, создавать индивидуальные протезы и ортодонтические конструкции, обеспечивая максимальную точность и комфорт для пациента. Вот гипсовая модель пациентки, хирургический шаблон. Фиксируем. И сверло у нас не может ни влево, ни вправо отклониться, ни глубже. Вот как мы поставили сверло, так оно и будет сверлить челюсть. Ни вот так, ни вот так, ни вот так сверло отклониться не может. Шаблон в цифровом виде выглядит вот так. Благодаря этому шаблону мы не травмировали нижнечелюстной канал. На глаз тоже можно ставить, но лучше не рисковать здоровьем пациента. В стоматологическом центре все проходит тщательную проверку на стерильность. Для этого используются современные высококачественные технологии от фирмы Милак, обеспечивая полную безопасность. Мы находимся в централизованном стилизационном отделении. Здесь имеется 3 зоны – грязная, чистая и стерильная. В грязной зоне происходит престилизационная очистка инструментов в термодезинфекторах Милак. Это уже чистая зона. Здесь находятся аппараты DAC, предназначенные для автоматической очистки, смазки и стилизации наконечников. Это у нас стерильная зона. Здесь проходит стилизация инструментов. Даже вода в клинике проходит несколько этапов фильтрации, чтобы обеспечить ее абсолютную чистоту и безопасность для пациентов. Каждый элемент работы центра, от оборудования до расходных материалов, тщательно контролируется, чтобы лечение было максимально эффективным и комфортным. Врачи стоматологического центра понимают, что современная стоматология – это не только лечение зубов, но и профилактика, забота о комфорте и эстетике, использование передовых технологий и профессионализм. Именно поэтому здесь объединены опыт, инновации и внимательный подход к каждому пациенту, чтобы сохранить здоровье, красоту и уверенность в улыбке на долгие годы. Наш центр – это сочетание 3 ключевых элементов – экспертных кадров, технологий мирового уровня и комфортной среды, ориентированной на пациента. Мы не просто лечим, мы создаем эталон стоматологической помощи, где каждое решение – диагностика, лечение, реабилитация продумана до мелочей. Здесь сочетаются передовые методы лечения, цифровое оборудование и опыт специалистов, которые постоянно развиваются вместе с наукой. Для идеальной диагностики у нас установлен лучший компьютерный томограф, который дает 3D-снимки высочайшей четкости. Для лечения зубов мы используем микроскопы ведущих фирм. Все врачи нашего центра работают под увеличением. Благодаря компьютерному моделированию для установки имплантантов используются индивидуальные хирургические шаблоны, созданные на основе 3D-снимка. Мы внедрили технологии пересадки зуба, что позволяет в некоторых случаях избежать имплантации. Для комфорта пациента при сложном вмешательстве мы применяем лечение во сне с отдельной зоной пробуждения.
Даже наша водоподготовка – это часть большой технологической цепочки, которая продлевает жизнь дорогостоящему оборудованию и гарантирует стерильность. В любом деле решающую роль играет профессионализм, опыт, знания и ответственность. То, чему нельзя научиться за один день. Безусловно, мы гордимся тем, что в нашем центре работает 1 доктор и 6 кандидатов медицинских наук. Также мы являемся единственной в стране государственной стоматологической поликлиникой, удостоенной наградой фирмы «Милаг» за использование в своей работе передовых технологий, отвечающих международным стандартам для обеспечения защиты пациентов от инфицирования. Наш центр имеет статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России. Статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России – это не просто почетное звание. Это знак профессионального доверия и признания на федеральном уровне. Такой статус получают те, кто не только следует мировым тенденциям, но и формирует будущее отрасли, задавая новые ориентиры качества и безопасности лечения.